От Дальнего Востока до Западной Европы, от Сибири до Индостана. Много веков назад цивилизация номадов простиралась на десятки тысяч километров. Сегодня племена кочевников стали народами, живущими в независимых государствах, но все они сохранили свою исконную культуру выживания. Как номадические традиции живут в современном мире? Об этом в программе «Этноспорт». История древнего оружия. Ловкость, меткость, самообладание. Жамбы-ату – мудрость предков. Мудрец подобен стрельбе из лука. Это когда стрелок – это и тот, кто стреляет, и то, во что выпущена стрела. Это слова философа Жиля Делеза. Почему мыслитель связал, казалось бы, далекие друг от друга понятия? Ответ можно найти в древней игре номадов, которая у казахов называется жамбы-ату. В эфире программа «Этноспорт». Лук настолько древнее и популярное оружие, что ученые не могут отдать преимущество открытия народу какой-то определенной части земного шара. Судя по археологическим данным, это случилось примерно в одно время в разных частях света, там, где были обнаружены древние стоянки человека. И возраст этого оружия 20-30 тысяч лет. Как считают ученые, первым предназначением лука и стрел было усовершенствование процесса охоты. Ну и, конечно, это было военное оружие. Особенно это проявилось у номадов. Почему кочевые племена считались, до сих пор считаются воинственными? Ну, дело в том, что он это самый кочевник. Кочевник – это же люди, которые жили в евразийских степях. Это суровые климатические условия как раз и заставляли быть таковым. Они искали свою лучшую долю. Кстати, лук имел свои, скажем так, территориальные приметы. К примеру, народы Азии и Европы использовали составные луки. Они были собраны из дерева, сухожилий животных и даже рогов. А, допустим, в Индии и Персии производились луки еще одного типа – металлические, целиком сделанные из дамаска или булата. На территории современного Казахстана были обнаружены древнейшие артефакты, которые нам могут сегодня рассказать, из чего создавались луки, колчаны и стрелы тех племен, которые осваивали эту землю. Артефакты, вот они, мы до сих пор видим, они же из тонкая вон эта самая работа сделаны, очень удобная. Так, это же колчан, здесь мы видим это стрелы, наконечники, вон это железные, сам стрелы, вот, и это мы законсервировали. Точно такое же, сняв мы рентгенские снимки, все формы мы уже знаем размер. И вот сделана реконструкция. Вот этот в средние века, вот этот колчан сделано, так. И вот можно увидеть здесь можно увидеть, видите, стрелы, мы же эту реконструкцию сделали, разных размеров. Это, например, наконечник. Видите, вот здесь, костяной, с дырочками. Всего выделяют два вида традиционных луков. Это лук прямой, самый древний вид. Его еще определяют как северный. Есть еще лук рекурсивный, у которого рога изогнуты в обратную натяжению сторону. Это монгольский лук, самая совершенная модель. И вот что еще интересно. Античный историк Геродот описал некий миф, согласно которому сын Геракла по имени Скиф был признанным виртуозом по стрельбе из лука. И этот факт говорит о том, что наши предки, скифы, грозные племена, тысячелетия назад кочевавшие по континенту, были лучшими лучниками в мире. Друзья, с нами Алия Камалова, мастер спорта по стрельбе из лука, многократная чемпионка по джамбы-ату. Сейчас она нам расскажет, посвятит в азы этого древнего искусства номадов. Начинайте, Алия. Все начинается со стойки, то есть вы должны стоять ровно и ноги ширине плеч. И когда начинаем, мы начинаем для новичков без лука, без стрел. То есть вы должны, допустим, стоять ровно, и плечи должны быть ровными, одинаковые. И вот так вот представляете себе лук и натягиваете тетиву. Мы до сюда натягиваем, до ушей. Дальше нельзя уже.
уже в следующий раз можно брать Лук лук и стрелы. и попробовать стрелу. Да. Так. Мы У нас, с какой стороны держим стрелу? С внешней стороны лука или с внутренней? Вообще есть два вида, азиатский и европейский. Европейский – это с внешней стороны. Казахстанцы вообще, они должны стрелять с азиатского вида. Азиатский, то есть. Это с внешней, с этой стороны. Так, я правильно взял, да? Мгм. Под большой палец. Да. И потом вот так вот натягиваете. Смотрите. Держите вот этот большой палец и вот так. Ага. Вот Все, видите? вижу. Большой это палец у нас идет снизу, а этот вот так. Держите со всеми. Ага. О, очень интересный хват. Я даже не подозревал, что что такое может быть. Он очень эргономичный и палец прямо как влитой теперь на тетиве. Я могу стрельнуть? Да, конечно. А как мне нужно метиться? Прямо в цель или с запасом брать? Влево, вправо? Мы верхом на лошади не целимся. То есть это и Это интуитивно да, получается у вас. интуитивно, да. Я тоже так сделаю. Ага, О, ну, во всяком случае, я его подранил. конечно. Так, у меня есть шанс. А сколько выстрелов вы делаете за время одного? 3. Выстрела. И за это вы за 16-20 секунд вы должны успеть выстрелить все 3 стрелы. Все 3 стрелы. Так. А вот что мне делать, когда она у меня прыгает, стрела? Вверх-вниз? Значит, я неправильно Значит, да, что-то неправильно держу. держите. Вот так вот попробуйте, вот посмотрите еще раз. Еще раз. Вот так. Если не получается, то попробуйте с европейским. Так. Вот. Уже ближе. Мгм. Так. 3 стрела. Ну, до 16 секунд мне, конечно, рановато еще. Я там мечтаю просто. Вот сейчас было 15. 16! Вот стабильность, признак мастерства, говорят. Опять нога. Жамбы-Ату – праздничные состязания казахских воинов в меткости стрельбы из лука. Надо сказать, что аналогичные турниры с немного различающимися правилами и названиями известны и у других тюркоязычных народов. К примеру, кыргызский Жамбы-Атыш или Джамбы-Атмай, узбекский Алтын-Кабак, таджикский Кабак. Возможно, у степных соседей турнир заимствовали и на Кавказе – грузинский и армянский Кабахи. А если историю почитать, то именно то место, где я родился, это между Улуби и аулом, ну, центральный Дагестан, там был центр гунов Варачан. Альп или Тверь был предводителем. Вот именно там и вот контролировался Кавказ в то время. То есть это мне очень было интересно. Кроме того, у нас сохранились на равнине игры. В архивах, копаясь, я натыкаюсь на такие игры, как кабах, это сбивание тыквы. На скаку это было до Кавказской войны. Итак, я только что получил свой первый урок стрельбы из лука, стоя на земле, на твердой поверхности. И вот сейчас мне предстоит попробовать это сделать с коня. Моим учителем опять будет Алия. Алия, с чего начинаем? Начинаем, конечно, сразу сядем на Сразу лошадь. да. садимся на лошадей, хорошо. Рахмет. С этой амуницией садиться на лошадь надо приловчиться. Так. У меня когда-то был опыт езды на лошадях, но без стремян. В стременах я не пробовал никогда. Может, опять без стремян попробовать? О, так ее обхватить удобнее. Или в стременах надо? Да, конечно, в стременах. Место рождения этой игры ученые пока точно не установили, но доподлинно известно, что до 18 века у степных народов это состязание было необходимостью и даже обязательной дисциплиной для юношей. Скорее всего, игра пришла из практики ведения войны. Сакские тюркские войны, они умели, почему они были большими профессионалами, они умели стрелять с 2 рук. То есть лук можно держать с 2 рук и стрелять в разные стороны. Это было большим искусством и большим плюсом при стрельбе
из лука верхом на А лошади. я слышал, что вот монгольский лук, он еще какую-то специальную натяжку имел. Да. А тюркские сакские воины использовали захват большим пальцем. Большим пальцем правой руки или большим пальцем левой руки. Для того, чтобы... Почему они это делали? Потому что луки были короткие, и во время натяжения тетивы угол натянутой тетивы был очень острым, и он резал 3 пальца. Поэтому брали захват одним пальцем. Но так как это все равно было больно, делали такие кольца на пальце. И с помощью этого кольца брали захват и натягивали лук. И есть легенда еще, что от этих лучных колец еще пошли обручальные кольца. В дословном переводе с казахского «жамбы-ату» значит «стрелять по жамбы». Историки говорят, что восстановить историю происхождения можно по самой истории жамбы, а она уводит нас к эпохе наивысшего могущества монгольской династии Юань. Это примерно конец 13-го, начало 14 веков. Есть еще одна версия – период правления маньчжурской династии Цин. Именно тогда жамбы стало платежным средством. Вот здесь горы Каратау, вы знаете, да, в Южном Казахстане, это уже с давних времен они были известны как серебряные рудники. И серебряные монеты времен еще Великого Шелкового пути, конечно, у нас были рудники именно с серебром связаны, поэтому и с этим, скорее всего, вы правильно говорите, с этим связано, что были целые куски серебра, слитка. И многие, и вообще казахские ювелиры, зергеры, ремесленники, они использовали в первую очередь серебро. Это символ богатства того, кто организовывал игры. Это, естественно, влиятельный человек. Это могло быть связано с поминками асом, например, или с какой-то свадьбой. Такие огромные пиршества или какие-то такие большие события организовывали люди очень влиятельные и зажиточные. Вот представьте себе, что это слиток серебра. Примерно так выглядел жамбы в древности. Интересно, что все они были разной формы, разного размера, ну и, соответственно, веса. Это зависело от уровня состязания и от состоятельности его организаторов. Конечно, раньше все было намного интереснее и понятнее. Смог перебить стрелой подвес, на которой висел жамбы, и все, получай приз, езжай домой, празднуй победу. Но вот в том-то и есть основной смысл игры. Чтобы перебить подвеску с призом, выстрелом с лошади на полном скаку, требуется не только высший уровень интуиции стрелка, но и такой же уровень управления лошадью. В фольклоре многих степных народов сохранились воспоминания об этой игре. К примеру, в известном кыргызском эпосе «Манас» в эпизоде «Тризна по хану Кокетею» описывается состязание по жамбы-ату. А в казахском эпосе о Кобланды-Батыре упоминается жамбы-ату, где особым призом для победителя объявлена свадьба с дочерью хозяина. Когда садитесь на лошадь, главное не бояться, потому что лошади этого чувствуют, живые существа. И когда скачем, мы отпускаем поводок, то есть мы без него. То есть полностью надо доверить себя вот этому животному. Да. Так. Опускайте, и когда вы скачете, вы приподнимаетесь чуть-чуть с лошади. Крепко прямо- держите двумя ногами с обеих сторон, ногами, то есть. Вот так приподнимаетесь Так. и опускаете поводок. Отпускаю поводок. Достаем Стрелу. стрелу. Так, ну она ускоряется. Она сама ускоряется. Потому что они привыкли уже к этому. Когда они опускаются сразу, когда опускаем поводок, они начинают скакать. Угу. Так, ну... Давайте мы, может быть, первый выстрел сделаем вот так вот, на ходу, Давайте. чтобы не очень быстро. А с какого расстояния мне нужно уже начинать метиться? Вот мы подходим к мишени. Ну, когда уже подойдете, тогда и можете начать. Уже могу? Да. Так, отпускаю повод. Так, ой! О, Чуть-чуть. первый выстрел. Ладно, первый блин помог. Впереди я вижу вторую мишень. Прицеливаюсь и стреляю, и попадаю! Вы видели? Нет, я попал! Алия, мы закончили нашу стрельбу. Колчан пуст. Честно говоря, хотелось произвести на вас впечатление, но, кажется, не получилось. Нет,
Все-таки у вас в жилах течет кровь древних саков. Для первого раза это очень даже замечательно. Но если потренироваться, можно и в следующий раз в десятку попасть. Ну, я очень надеюсь, да, что у меня еще будет возможность потренироваться. Ребята, жамбе ату это так по-нашему, так по-казахски, так по-мужски. Давайте тренироваться вместе. Участник жамбе ату, конечно, должен обладать особыми навыками. Серьезная физическая подготовка и мгновенная реакция – это необходимые качества. Чтобы натянуть тетиву, нужны сильные руки. Чтобы уметь видеть на скаку цель, нужно хорошее зрение. И не менее важно – уметь сохранять самообладание. Вообще это у нас, у казахов, это в крови. Мы обожаем лошадей, все, что связано с ней, даже стрельба верхом на лошади. Если есть желание, то можно справиться с этим легко. Для каждого человека индивидуально есть. Допустим, я могу максимум 40 килограммов натянуть. Да. Есть больше 100-килограммовые и даже больше. А что самое главное вот в этом виде спорта? Вот стрельба из лука, плюс еще на лошади. Вот какими качествами должен обладать? Главное спокойствие. Да. Я много путешествую по миру на мотоцикле. Это мой лучший друг, как когда-то конь для номада. Но есть отличия и немалые. Вот, например, если во время езды я попробую стрельнуть на ходу из лука. Стрельнуть-то получилось, но как при этом управлять байком? Выход один. Можно использовать арбалет. Вау-вау! Любое человеческое достижение со временем претерпевает изменения. Люди придумывают что-то, чтобы освободить себя от лишних нагрузок. Таким вот образом и появился сын лука – арбалет. Одним из наиболее чувствительных неудобств лука была необходимость во время прицеливания удерживать тетиву в натянутом состоянии. Естественно, возникала мысль как-то закрепить ее, чтобы запасти энергию. Тем не менее, лук не исчез из истории. Он, как и многие древние вещи, со временем стал более современным и технологичным. Этот уже более современный вариант лука. Сила натяжения достаточно большая, в районе 18 килограмм. В чем плюс этого лука? Он похож на исторический, классический, традиционный, но он уже с использованием каких-то новых технологий, то есть плечи лука, вот нижнее, верхнее плечо, они могут разбираться. Они могут разбираться и складываться в маленькую сумочку. Иван, вот у меня в руках еще какое-то оружие, которое даже на лук похоже мало. Расскажите о нем. Да, согласен с вами, на лук он не очень-то и похож. Это вот... История этого лука начинается с Канады. В чем плюс большой этих луков? Они имеют на концах плечах имеют такие колесики, блоки их еще называют. Они осуществляют функцию сброса тяги. Допустим, если мы из этого лука стреляем, мы натянули тетиву, и вся сила остается, она никуда не исчезает. В этом луке сила уменьшается на 70-80%. То есть все навстречу лучнику. Да, Прогресс да. дошел уже и даже до лука. Да, да. То есть еще этот, в народе называют лук для ленивых. Сегодня стрельба из лука, некогда военный навык, стала одним из серьезных видов спорта. Кстати, немало этому поспособствовала и традиционная игра кочевников жамбе ату. Сегодня этот вид спорта становится популярным. В 2013 году появилась Международная ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов. Центральный офис находится в столице Казахстана Астане. Одним из приоритетов этой организации, конечно, есть и возрождение традиций жамбе ату. Несколько лет подряд проводятся республиканские чемпионаты среди юниоров, открываются секции жамбе ату. В 2015 году в составе Казахской Федерации по национальным видам спорта образована Федерация жамбе ату. А в 2017 году в Астане проведен первый международный турнир «Алтын-жебе» «Золотая стрела», в котором приняли участие 20 спортсменов из 11 стран мира. Итак, чем же связаны понятия мудрость, лук и стрелы? Степная игра жамбе ату наглядно показывает это. Сила нужна, чтобы натянуть тетиву. Ловкость, чтобы удержаться на коне. А спокойный разум, чтобы поразить цель. И в награду получить свой приз – жамбе.
кусок серебра или золота, а может что-то и по цене этого. Разве не в этом мудрость? С вами программа «Этноспорт». Смотрите нас в эфире.